Таджикистан. Электричество кончилось. Запад снова дружит с режимами стран Центральной Азии. Религиозная толерантность по-узбекски. Таджикская холдинговая госкомпания ОАО «Барки Тоджик» 28 сентября обратилась к потребителям с предупреждением о нехватке электроэнергии в осенне-зимний период в Таджикистане. Всем известно, что с наступлением осенне-зимнего сезона из-за снижения температуры воздуха происходит уменьшение потока рек и водных ресурсов в бассейне формирования реки Вахш, а также ежегодное увеличение потребностей социальной и экономической отраслей страны в электроэнергии вызывает сезонную нехватку электроэнергии, сообщается в обращении холдинга. Также сообщается, что сейчас главный источник водно-энергетических ресурсов страны, водохранилище Нурекской ГЭС, заполнен водой до конечной точки. Однако фактический объем притока воды по сравнению с прошлым годом и средним многолетним значением намного меньше. В связи с этим, по подсчетам специалистов отрасли, в текущем году также предсказывается сезонная нехватка электроэнергии, и прогнозируемая ситуация требует регулирования режима использования водно-энергетических ресурсов в энергетической системе страны, рационального и эффективного использования электроэнергии на предприятиях, в организациях, учреждениях и в жилых домах, подчеркивает Барки Тоджик. Также ведомство отмечает о проведении ремонтных работ с целью полной подготовки энергетических объектов к осенне-зимнему периоду в относительно теплые дни осеннего сезона на нескольких подстанциях и линиях электропередачи. Однако жители Таджикистана сообщали о перебоях и отключениях электроэнергии на длительное время еще до обращения ОАО «Барки Тоджик». В регионах Таджикистана началось отключение электроэнергии. Десятки читателей радио Азади сообщают о длительном отключении в их населенных пунктах электричества. Официальный представитель компании «Барки Тоджик» отказался комментировать возникшую ситуацию, сообщает Азади. Стоит напомнить, что еще в 2017 году президент Таджикистана заявил о полной отмене лимитов на электроэнергию. Но, как видите, сегодня уже 14 октября, а лимит не введен. Мы намерены полностью отказаться от практики введения лимита. Но все зависит от самих жителей страны, в частности от предпринимателей, как они будут распоряжаться электроэнергией, заявил Эмомали Рахмон на встрече с предпринимателями в октябре 2017 года. С тех пор в Таджикистане были запущены 2 генератора на Рагунской ГЭС, что, казалось, должно было решить проблему с нехваткой электроэнергии. Однако на деле таджикское правительство, ссылаясь на маловодье и ремонт линий электропередачи подстанций, каждый год вводит лимиты для населения, единственным источником энергии которого является электричество, что, впрочем, объясняется тем, что Таджикистан с каждым годом наращивает объемы экспорта электроэнергии в другие страны. Таким образом, выходит, что власти Таджикистана каждый раз обрекают своих граждан на страдания из-за желания заработать на экспорте электроэнергии, что в свою очередь было бы не так страшно, если бы в основе этого лежало стремление пополнить государственный бюджет для обеспечения каких-то очень важных расходов на обеспечение нужд населения. Однако с учетом того, что клан Рахмона уже давно рассматривает бюджет Таджикистана как свою личную кормушку, понятно, в чьих интересах в стране до сих пор происходит введение лимитов на потребление электроэнергии. Şahs faiz obiyasyon merkezi da Tacikistan teşekkür ediyor. Enerjiye saf zon çünkü Tacikistan ve Doran در جهان جای ششم رو بگیریم از لحاظ استحصال و استعمال انرژی سبز. Президент Таджикистана 28 сентября прибыл с рабочим визитом в Берлин, передает пресс-служба главы государства. В ходе своего визита в Германию Эмомали Рахмон принял участие и выступил на первой встрече глав государств Центральной Азии и ФРГ. Встреча прошла с 28 по 30 сентября.
На саммите были обсуждены вопросы укрепления регионального и экономического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия, имеющие важное значение для региона и Германии, отметили в пресс-службе президента. Уважаемые участники форума, прежде всего... Также все президенты центральноазиатских стран приняли участие в экономическом форуме стран Центральной Азии и Германии. Прошла встреча президентов Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине и встреча лидеров стран ЦА с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Следует отметить, что накануне работы саммита таджикские и узбекские оппозиционно настроенные активисты заявили о проведении акции протеста. Оппозиционные активисты центральноазиатских стран не согласны с действиями Запада в отношении авторитарных режимов стран Центральноазиатского региона. Напомним, что 19 сентября в Нью-Йорке в рамках саммита Си-5+1 прошла встреча президентов стран Центральной Азии с президентом США Джо Байденом. Узбекские и туркменские активисты и правозащитники также провели акции протестов, выразив свое несогласие с происходящим и потребовав прекратить репрессии в отношении инакомыслящих и соблюдающих свою религию жителей этих стран. o'zgarishlarni mana hamma his qilib turibdi. Azonlarni ovozi pasaytirilishi O'zbekistonda, musulmonlarga bo'lgan telefondan chiqqan har xil nashidlar bo'ladimi, har xil bahonani sabab bahona qilib olib kirib qamoqxonalarda qiynoqlarni qo'llanilyapti. Стоит отметить, что эти встречи проходили на фоне очередной активизации политических репрессий в странах Центральной Азии. Так, с начала сентября в Узбекистане вновь началась борьба с ношением хиджаба, бороды и вообще с любыми проявлениями ислама. Туркменистан постоянно находится в поле внимания правозащитных организаций и, по сути, возглавляет антирейтинги по масштабам политических репрессий. В Кыргызстане режим Жапарова взялся за мечети и независимые СМИ, а на рассмотрении парламента находится копирующий российское законодательство закон об иноагентах. А в Казахстане уже опубликован список иноагентов, в которых также вошли независимые СМИ, журналисты и гражданские активисты. То есть они просто говорят, мы можем любого человека объявить врагом. Вот, собственно говоря, и все. Получается, что Запад во главе с США, все время громко заявляющий о своих якобы нерушимых принципах в защите прав человека и об установлении демократии во всем мире, для достижения своих утилитарных целей сотрудничает с диктатурами стран, которые реализуют в отношении своих граждан репрессивную и антигуманную политику. В Узбекистане постановлением правительства номер 495, принятым 25 сентября, утверждено положение о знаке «Религиозная толерантность». Об этом сообщили в Минюсте страны. Этот знак будет вручаться выдающимся государственным и общественным деятелям, руководителям и видным ученым в религиозной и общественной сфере, работникам государственных организаций и негосударственных некоммерческих организаций, представителям международных организаций, дипломатических миссий, зарубежным деятелям и ученым. В это же время в стране продолжаются антиисламские мероприятия, начавшиеся в сентябре. Ислам dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. Параллельно с этим, на состоявшемся 10 сентября заседании правительства премьер-министр Арипов предупредил госслужащих о недопустимости посещения мечетей. Напомним, что ранее сотрудники службы госбезопасности, СГБ, устроили рейды по частным образовательным учреждениям, специализирующимся на обучении языков. От руководства практически всех частных учебных центров Ташкента потребовали либо убрать курсы арабского языка, либо повысить цены на курсы арабского языка, тем самым сделав их недоступными для населения. Также силовиками были заявлены и другие требования для дальнейшего функционирования частных учебных центров. Носящие бороды сотрудники учебных центров
центров должны сбрить бороды. Мальчики и девочки обязаны обучаться в смешанных классах, а ученицы в хиджабах должны повязать платки назад. Кроме того, руководители образовательных центров обязали поменять исламские названия на нейтральные, убрать со всех стендов фотографии женщин в хиджабе и мужчин с бородой, а молельные комнаты в центрах переоборудовать в дополнительные классы. 27 yillik qora siyosat bugun hech o'zgarmadi, ya'ni xuddi shunday qanday bo'lsa shunday davom etyapti.